Здравствуйте, Бен Маратович. Я очень рада вас видеть в нашей студии. Я знаю, что вы приехали с чемпионата Азии, всю ночь были в дороге, мы с вами были на связи, вы выделили время. Спасибо. Расскажите, что это были за соревнования, довольны ли вы результатами? Чемпионат Азии прошел в Пакистане по смешанному боевому единоборству ММА среди любителей. Вот наша команда была там представлена в количестве 38 человек. Приехали с хорошим результатом. Наша команда заняла общекомандное первое место. 7 золотых медалей, 12 серебряных и 9 бронзовых. Вот такой у нас результат на сегодняшний день. Неплохо команда выступила. Довольно-таки хорошо, хотя конкуренция была очень высокая. Прям была действительно настоящая война. Вот. Ну, естественно, не знаю, как бы это целенаправленно или... Может быть, действительно система так работает, что зачастую в самых важных боях, именно в 1/4 финала, в 1/2 финала почему-то слишком часто сталкивают именно вот с таких сильных стран. Таджикистан, Казахстан, Бахрейн. Вот 12 стран принимало участие. Вот. Если говорить о чемпионатах мира, там вот есть для вас какие-то страны, которые тоже вдруг стали, не только азиатские страны, вдруг стали сильны в ММА? Ну, последние годы команда Украины. Вот, мощная Это не стала. Традиционно для них? Они не были сильны? Нет. Еще в начале, в самом зарождении, так сказать, ММА любительского, это 2013 год, когда мы приехали принять участие на первом чемпионате мира, тогда считались фаворитами две страны. Это команда Украины и команда Российской Федерации. Вот. На нас, на Казахстан, тогда никто даже и не смотрел. И даже озвучивали, что уровень ММА в Казахстане очень низкий, еще только начинает развиваться. Это 13-й год, да? 13-й год. Ну, как ни странно, на этом чемпионате мира наша команда вот, очень успешно выступила. Заняла второе общекомандное место после команды России. Как раз тогда Шавкат стал первой звездочкой, который самый молодой участник. 18 лет ему было, среди взрослых стал чемпионом мира. И вот с тех пор о Казахстане заговорили. И вот с 2013 года мы, по сути дела, эти позиции вот, не сдаем. Не сдаем, да. Это наши конкуренты Российская Федерация. Я не скажу, что мы прям так сильно можем уступать. Мы практически близки всегда. Вот. Ну, где-то бывает какая-то судейская несправедливость. А в целом вот такие вот сильные страны сейчас. Ну и вот Украины не было долгое время, а тут вот последние тоже 2-3 года она о себе заявила. Вот. И не только во взрослом дивизионе, но и молодежный дивизион, а также юниорский дивизион. Они такими большими составами приезжают на чемпионаты мира. Буквально вот тоже не так давно, это вот... В конце июля прошел чемпионат мира в Абу-Даби среди юниоров. Это 13-14, 15-16 лет, 16-17 и 14-15 лет. Вот. И там команда Украины тоже выступила успешно, довольно-таки хороший состав привезла. Но там опять наши ребята именно 17-18 лет заняли общекомандное первое место, выделились наши. Хотя не очень большой состав поехал, ну вот так вот успешно. Расскажите, почему вы начали именно ММА заниматься? Тогда же, вот вы сами сказали, в Казахстане именно, ну, про ММА это сейчас популярно, и все об этом знают, и ну, не нужно объяснять, что это такое. Тогда, когда, ну, на старте вашей карьеры, почему именно ММА? Ведь в Казахстане это не было так популярно? Или тогда это был не ММА для вас? Это, вы знаете, все развивалось постепенно. Постепенно я сам выходец из вольной борьбы. Вот, долгие годы, с 1976 года по 1987 я сам активно занимался, выступал. Вот, после окончания института как раз в разгаре были восточные единоборства, тогда назывались, карате, популярны, да. И я имел такое, можно сказать, счастье учась в Карагандинском педагогическом институте, попасть к хорошим тренерам. На тот момент это легенды были не только казахстанского карате, но и мирового карате. Георгий Степанович Лутошкин, известная личность в мире карате, который большой вклад в развитие именно этого вида внес.
Виктор Иванович Тужиков, мой первый тренер, у которого я брал азы. Ну, вот, в общем, вот это постепенный такой переход был. Вот. Поэтому после карате была еще определенный период был, когда я перешел в карате окинавское, гудзюрю традиционное, где вот как раз была сильно развита система ближнего боя, то есть разрешались полностью весь объем ударов, рук, ног, бросковая техника, воздействие на суставы, на связки, то есть болевые приемы. Ну, так как я выходец из единоборства, и именно из борьбы, меня всегда тянуло вот к таким смешанным видам. Вот. В последующем это переход в кикбоксинг. Вот, определенное время я посвятил кикбоксингу, развивал его у себя в регионе. Вот. Потом джиу-джитсу, опять же, все имеет такое как бы сопутствующее направление. Карате, джиу-джитсу, тем более прародитель карате – это джиу-джитсу тоже. А поправьте меня, не было такого, что в Советском Союзе карате запрещали? Был период такой, да. Почему? Оно было запрещено в 1989 году официально. Ну, тогда считали, что карате – это сильное оружие, что может нанести вред. То есть запрещали прям заниматься этим? Да, занимались только спецподразделения определенные, там в системе МВД кто-то занимался этим видом. А так запрещалось проводить тренировки. И даже многие специалисты, которые проводили подпольные тренировки, привлекались к ответственности. Вот, с наказанием. Они, ведущие специалисты и российские, вот, отбывали наказание за это. Было такое время. Вот такой плавный переход был. Пришел, а потом, когда вот уже пришел ММА? Джиу-джитсу. Вот, мы с ребятами, там ребята поколения, это моих учеников из 90-х, они как раз создали федерацию джиу-джитсу, традиционного джиу-джитсу. И как раз мои ученики там выступали, показывали хороший результат. Было принято решение, сделали мне предложение, чтобы я стал главным тренером в этом направлении. По джиу-джитсу? Да, по джиу-джитсу. У нас такие очень качественные 3 года работы были, хороший результат был. Мы тоже чемпионами Азии были, вот, чемпионами мира многие ребята в те годы. Это начиная с 11 по 13 год. Ну и тогда уже мы как бы мыслями пришли к тому, как раз в разгаре уже смешанное единоборство, а они берут свое начало уже с 90-х годов, с середины 90-х. Вот, были на слуху, а к этому времени уже они имели очень такую большую известность, и уже мы понимали, что есть любительские организации, что нужно потихонечку переходить. Такой плавный переход был. И в 2013 году собралась вы уже поехали. Инициативная группа, и мы приняли решение, что нужно искать контакты, выходы, где брать право представления. Выбрали объект, это Федор Емельяненко, который как раз был тогда уже, он как Союзом ММА России руководил, и в то же время такая организация была WMMA, Всемирная Федерация ММА, карате. Вот. И как раз Федор имел к ней отношение. Вот мы выехали, встретились. Вы с ним, да? Да, у нас была беседа с ним, с президентом Федерации Фелькенштейном Вадимом Григорьевичем. Вот, мы показали свою работу, показали, что нас поддерживает государство. Действительно, привезли подтверждающие документы. Естественно, потом был отправлен десант в Казахстан, то есть от Всемирной Федерации. Посмотреть? Чтобы посмотрели, насколько у нас действительно это все правда. Они зашли и Международный национальный олимпийский комитет, и Министерство культуры и спорта. Там услышали отзывы о нашей работе. Вот. И таким образом мы получили от этой Всемирной Федерации WMMA представление, представлять именно эту федерацию в Казахстане. И вот с тех пор, с 2013 года, в июле месяце была признана именно как вид спорта в Казахстане государственным, и вошел ММА в реестр видов спорта. В 2013 году? Да, это как раз говорит о том, что он был признан как вид спорта. Вот, и, по сути дела, можно сказать, мы одни из первых стран, которые получили это признание, ну, после Российской Федерации. Вот. И с того момента... Вот и поехали уже сразу на чемпионат мира тогда, да? И сразу же, да. Мы сперва приехали на чемпионат Европы. Мы нашли спонсоров, вот, собрали команду, провели за свой вот именно такой вот, на своем энтузиазме сборы, подготовили команду, приехали в Киев в 2013 году тоже на чемпионат Европы, но нас не допустили, потому что мы не имели права представления. Мы вот так вот поехали просто на удачу.
Да, ну мы там не получили поддержку, но тем не менее команда была там в полном составе. Мы посмотрели уровень. Вот, и тогда уже начались плотные переговоры. Потом были несколько выездов в Санкт-Петербург, чтобы встречаться с этими людьми и решать вопросы. И в конце концов добились этого. Вот так вот. И на чемпионате мира мы уже показали результат. Хотя после чемпионата мира были разговоры, что это везение, просто команде Казахстана повезло. Но буквально через несколько месяцев мы принимаем участие в Кубке мира, который проходил в Азербайджане, в Баку. Вот. И там мы эти сомнения развеяли. Что это там не опять просто команда Казахстана, да, на очень высоком уровне выступила, показала хороший результат. И вот с тех пор мы уже находились именно в лидерстве, можно сказать, в тройке лидерства вместе с российской сборной, Казахстан. Вот. На тот период Украину уже тогда отодвинули. И вот за последние годы Украина опять заявила о себе. Сейчас там очень сильно растет это развитие. Несмотря ни на что, на те события, которые там происходят, вот это удивляет. А вот в основном ваши первые ученики, у нас же есть казак-шакурез, да, национальные виды спорта, борьба, там ударные виды спорта. Они откуда приходили в ММА? Вот ваши первые ученики. В основном из ударных видов спорта? Я вам вот так скажу, когда я создавал у себя клуб, именно у себя в регионе, в Акмолинской области, в Кокчетаве, я надеялся, что ко мне придут ребята, которые имеют определенную подготовку или из борьбы, или из бокса, или из кикбоксинга. Ну, как раз все оттуда, многие начала брали, которые уже не видели себя в своем виде на спорта, они приходили. Но как раз ко мне пришли все ребята. Ну, регион маленький, провинциальный городок. Он такой, знаете, как периферийный. Вот закончил ребенок школу, он уезжает или в Астану, или в Россию, или еще куда за границу учиться. И вот приходят ко мне ученики, эти школьники, год-два тренируются, заканчивают, уезжают. Да. И что самое интересное, что первый поток ко мне пришел именно ребята, которые вообще не имели никакой подготовки. Нулевые. С деревень, да. Да, я могу назвать имена, которые потом о себе заявили тоже. Вот. Они деревенские парни с таких деревень, где даже физкультура толком не преподавалась. Вот. И вот с такими мальчишками приходилось работать, вот, и где-то выводить их, показывать. Вы помните своих первых учеников? Ну, у меня первых учеников, если брать, это начиная с начала 90-х годов, как я начал работать, заниматься преподавательской деятельностью. Ну, а если вот именно в ММА, да, конечно, всех помню. Вот. Расскажите про первую встречу с Шавкатом. Про первую встречу с Шавкатом. Шавката первый раз я увидел на чемпионате Казахстана, на нашем первом в 2013 году, который мы проводили как раз с целью отбора и формирования нашей национальной сборной. И вот там как раз Шавката я первый раз увидел. Он выступал за Карагандинскую область, за Караганду регион. Тогда уже регион тоже он такой был сильный, потому что они и в джиу-джитсу показывали хороший результат. В джиу-джитсу есть раздел комбат, то есть это как раз контактный вид, где тоже разрешается выполнять все техники похожие, как в ММА, только они в кимоно дерутся. Вот. И вот тогда я увидел Шавката, когда он вышел в финальный бой, полуфинальный бой, он как раз проводил свою встречу, поединок с Николаем Веретенниковым, такой уже на тот момент был на слуху у всех, он из тайского бокса, уже звезда был местная, сам он с Шымкента, но переехал в Астану, работал там и тренировался, уже у него были показатели в панкратионе и так далее. И вот они в полуфинальной встрече с Шавкатом, я тогда обратил внимание, Шавкат тогда еще не имел такой хорошей формы, правильной, да, просто было видно, что был характер, был голод, ну, имел какие-то навыки, как вот сейчас все мальчишки смотрят телевизор, видят там, пытаются изобразить, вот такие навыки обычно имел, мог ударить, коряво мог ударить, мог пнуть ногой, вот, ну и были моменты, которые из элементов борьбы он знал, да, у него хорошо проходили, это гильотина удушением, это треугольник и рычаг локтя. Вот три вещи, которые он мог делать, да, на тот момент. Ну, это все уже тогда могли, но он это делал исключительно. И вот там такой у них прям война была с этим Николаем Веретенниковым. С одной стороны, это
это уже звезда такая местная, казахстанская, астанинская. И вся Астана за него. И с другой стороны, неизвестный мальчишка, молодой, худой, вот такой вот. И он, во-первых, там действительно была настоящая война, они были оба в крови. И Шавкат закончил бой досрочно в 3-м раунде, он удушением выиграл. Да. Вот именно треугольником. Вот тогда я обратил на него внимание. Но финала не состоялось. Вышло в финал 2 карагандинца, оба известные уже. То есть Рашид был Тагаев, такой он известен был уже по джиу-джитсу, чемпион Азии был вот, по джиу-джитсу. И они, как карагандинцы, я не знаю, каким образом, в общем, или разыграли, или объяснили это травмой. Вот, то есть бой не состоялся, победу отдали Рашиду Дагаеву. Вот, но Шавкат, как 2-й номер, он вошел в сборную. И вот наше знакомство уже началось со сборов. Первые сборы, которые мы проводили. Вот. Поселок Жаксы такой есть. Тоже в нашем регионе, в Акмолинской области, там есть хорошая спортивная школа. Вот, и вот там наше знакомство уже произошло воочию близко. Вот вы именно на его дух обратили внимание, на его характер, на его волю, стремление? Да. Что в нем вот такого было тогда особенного? Понимаете, когда ты видишь парня, у которого за спиной ничего нету, что он действительно голодный, что он грызет, что он выгрызает, он не то чтобы не любит проигрывать, да, а у него цель это побеждать, он всего себя отдает. Я видел, что у него нету такой техники яркой, вот, просто парень дрался, да, есть хорошая кондиция, то есть не кондиция, а антропометрия, высокий рост, но на тот момент худой, нескладный, не рельефный, ни мышц нету в сравнении с Николаем Веретенником, это монстр был, это такой атлетичный парень, тоже высокого роста, но тем не менее. Вот этим он меня и привлек своим голодом. Вот. А вы тогда могли предположить, что в нем вот не настолько большой потенциал, что он может привести первый казахстанец пояс UFC? Мы все в это верим. Я вам сейчас расскажу вот историю, как наше знакомство продолжалось. На каждой тренировке на сборах, он, значит, языковой барьер был такой, он вообще практически по-русски не разговаривал. Вот он мог с Рашидом Дагаевым. Рашид в совершенстве тоже говорит на казахском языке, владеет. И они могли разговаривать. И после каждой тренировки он меня доставал. Вот, как минимум еще полчаса мы с ним работали. То мы работали на лапах, то мы элементы борьбы там нарабатывали, то какую-то физподготовку. Вот не просто там я его брал, а он подходил вот, и всегда вот просил, чтобы мы могли поработать. Вот. Потом он мне говорит, я хочу у вас тренироваться. Я говорю, а у него был свой тренер до этого, да? Да, он тренировался в Караганде, Владимир Фафанов, хороший тренер, тоже воспитал такое много хороших ребят, которые были и в сборной Казахстана у нас, и профессионалы ребята вышли от него, бились и по панкратиону. Вот у нас в ММА. Он говорит, я хочу у вас заниматься. Я говорю, как ты это себе представляешь, Шавкат? Я живу в Кокчетаве, ты живешь в Караганде. Тем более у тебя есть тренер там. Вот он так настойчиво, нет, я хочу. Я же говорю, я же не могу переехать в Караганду. У меня школа здесь, я вот тут тренирую. Вот. И потом начали общаться. Я говорю, какие вообще твои цели? Какие твои планы на будущее? Чем ты занимаешься? Он говорит, я работаю, вот мы с семьей живем в Караганде, я работаю на рынке, братья у меня все на рынке, мама, мы вот помогаю им, всем братьям старшим своим, маме помогаю там. Я говорю, и как ты себе это представляешь? Вот ты весь день работаешь на рынке, вечером ты идешь на тренировку уставший, физически измотанный. Вот. Но он мне говорит, я хочу стать профессионалом, хочу вот таким, как Федор стать, и Емельяненко, достичь такого уровня. Я говорю, при твоем подходе ты никогда не сможешь стать таким, как он, хотя тебе это и не нужно. Вот. Я говорю, спортсмен, который хочет стать профессионалом, у него как минимум должно быть двухразовый формат тренировочный в день с одним выходным в воскресенье. Вот. А при твоем режиме ты никогда не сможешь стать профессионалом и добиться этих целей. Вот так вот у нас разговор состоялся. Я говорю, если ты действительно хочешь, то тебе придется только переехать в Кокчетав. Вот. Но прежде переехать, чем ты должен встретиться со своим тренером и решить с ним вопросы, чтобы было понимание.
Вот, потому что у нас существует определенная этика тренерская. Вот, мы никого не переманываем. То есть я не делал ему предложение, чтобы он переехал ко мне. То есть это была инициатива с его стороны. Вот. Теперь у нас проходят сборы. Руководство федерации от меня начинает требовать, чтобы я подал состав. Уже кто, потому что тогда было 6 весовых категорий всего, и только первый номер ехал. По регламенту разрешалось только 1 человек в весе. И от меня требуют состав, чтобы уже утвердить в Министерстве культуры и спорта. Вот. И у нас получается проблема. Первый номер Рашид Дагаев. Но Рашид получает травму. Я вижу, он на сборах работает от некоторых упражнений, просит меня его освободить. В чем проблема? Он говорит, болит плечо. Начинаю разбираться, понимаю, что у него связка плечевая, потом здесь акромиальное сочленение у него, он травмировано было. Я ему говорю, Рашид, посмотри, сейчас у нас, хотя я на Рашида ставки делал, то есть из всех, кто был на тот момент, я именно понимал, что можно от Рашида получить результат. Хоть какой-то, чтобы он в призы хотя бы вошел. Вот. Я ему говорю, с твоей травмой ты не сможешь нам дать результат. Максимум ты бой проведешь, один круг пройдешь, и потом по травме тебе придется или сняться, или прямо у тебя в рейдже произойдет эта ситуация. То есть тебя будет тревожить это плечо. Я говорю, я хотел поговорить с тобой, чтобы ты место это уступил. Вот я вижу, Шавкат уже за этот этап сборов поднаторел, поднаучился. Вот. И я говорю, давай так с тобой договоримся. Ты уступаешь сейчас место Шавкату, а в декабре месяц будет Кубок мира. Ты залечишь плечо, и ты поедешь на Кубок мира. Рашид, я его тогда по джиу-джитсу возил, мы очень хорошо друг друга понимали. Он говорит, все, я понял, Баян Маратович, я действительно тоже понимаю, что может не дать мне эта травма выступить нормально. Я говорю, а нам никто не простит. Первый чемпионат мира мы хоть одного, но призера должны привести. И вот таким образом я утверждаю Шавката, скидываю состав в руководство, все в возмущении, как это так. Молодой пацан, ему 18 лет, да. Вот, а когда мы начинали сотрудничать, и когда мне предложили возглавить сборную, чтобы я стал главным тренером, я сразу попросил, что никто не лезет в тренировочный процесс и в мои решения, которые я принимаю по поводу формирования, кто будет по составу, кто где будет выступать. Если мне будут мешать, я откажусь от этой работы. Но я несу ответственность полную, и в любой момент я буду обосновывать. Вот. И мы вот так договорились на таких условиях. Я подаю этот состав, они возмущены. Я говорю, это мое решение. Я обосновал, почему. Никто не верил, что что-то может быть. А я как раз верил, что он один принесет нам какое-то призовое место. Пусть не первое, потому что я видел, что он будет выгрызать. Вот. Вот так получилось. Мы поехали. И тут еще и Шавкат становится чемпионом мира. Самым молодым. Сразу? Да, сразу. Вот. И после чемпионата мира мы вернулись. Он уже поговорил с тренером, уже перешел к вам, Он вернулся, нет. Пока-то он работал на сборах, он не переезжал. После чемпионата мира мы вернулись домой, он поехал в Караганду. Вот. Потом мы связались, он позвонил, говорит, я переговорил с тренером, что я переезжаю в Кокчетав. Вот. Во всяком случае, должно быть открыто прямо. Это же выбор за спортсмена, может, сам же должен принимать решение, да? Вот. Я ему единственное сказал, что я тебе обеспечу тренировочным процессом, узнал, сколько он зарабатывает на рынке. Сколько ты зарабатываешь в день? Бывает 2000, бывает ничего. Примерно посчитал, сколько это будет в месяц. Я говорю, на первое время я постараюсь обеспечить тебя такой зарплатой, чтобы ты имел, чтобы ты мог семье помогать. Вот. Но ты будешь заниматься только тренировочным процессом. У тебя не будет свободного времени на какие-то гулянки, на работу какую-то. 2 тренировки в день каждый день? Это как минимум 2. У нас форматы разные в зависимости от периода подготовки, от цикла нашего именно подготовительного, какой это цикл. Вот. Или это этап функциональной подготовки, или это этап общей физической подготовки, или это специальной физической подготовки, или это бойцовская практика, в зависимости от периода подготовки и цели. То есть, какой план у нас, где мы выступать будем и так далее. Но это как минимум 2-разовый формат, не считая
первые тренировки утренние, это как зарядка, как пробежка легкая и так далее. Вот, все, он дает добро с Нового года, 4 января он уже у меня. Вот, и так вот мы начинаем с ним работать. Вот правда говорят, что у Шавката какая-то феноменальная выносливость, что именно физические показатели у него от природы выше, чем у среднестатистических спортсменов? У него, да, есть какая-то вот выживаемость определенная, необъяснимая. Потому что я говорю, когда вот на тот еще первый момент, это чемпионат Казахстана, потом работа на сборах, допустим, по определенным физическим показателям он уступал многим. Допустим, он подтягиваться нормально только у меня научился. Он 1-2 раза еле-еле подтягивался. Вот задайте ему вопрос, спросите у него. И где он стал подтягиваться нормально? Когда я ему говорил, подтягивания нам нужны. Потому что должен забрать соперника и прижать его и хорошо удерживать. Вот. То есть были определенные упражнения, которые он практически, то есть его физическое состояние и развитие не позволяло тот же самый жим от груди сделать там 80 килограмм он не мог. В то время, когда я, допустим, уже в возрасте там 120 мог спокойно без разминки, без разогрева выжимать. Но находясь в работе, он проявлял такие показатели, что непонятно было, откуда берутся такие силы, откуда берется такая выживаемость. Это вот как раз именно состояние организма, характера и сердца. Это всё борьба вместе. За жизнь. Борьба за жизнь. Вот это все, наверное, подталкивало его. Ну, а потом, конечно, естественно, мы стали развивать уже эти стороны физически, уже чтобы они дополнялись вот упражнениями. А вы ему говорили, что ты можешь стать чемпионом UFC? Был разговор, говорили, разговаривали. Я ему говорил, что мы должны планомерно к этому идти. Вот. При том подходе, который у нас есть, то есть наши цели совпадали. Он хотел стать, на тот момент бойцом-профессионалом, это громко сказано UFC, но бойцом-профессионалом и добиться каких-то высоких результатов. А у меня была цель воспитать именно профессионала такого, да. Я тогда тоже о UFC не думал. Много было тогда уже лиг, вот, куда можно было попасть. И все равно нужен был такой постепенный, плавный переход. Вот. И у меня была такая цель, у меня была такая мечта. Наши цели совпали и задачи. И поэтому я говорю, значит, вот мы должны к эти цели идти вместе. Но для этого ты будешь делать то, что я буду тебе говорить. Он послушный ученик? Он послушный в плане тренировочного процесса, в плане дисциплины. Вот. Но у него далеко не простой характер, далеко не такой мягкий характер у него. Характер тяжелый. И когда два таких характера встречаются... У вас тоже тяжелый? Да, тяжелый. В тренировочном процессе очень тяжелый. Требовательный или жесткий? Не только требовательный. Я, возможно, даже бываю жестокий, бываю грубый. Все это знают, подопечные мои в сборной знают, но никто на меня обид не держит, потому что они потом смотрят на результат, вот, то есть на конечную цель они смотрят. Поэтому я думаю, это все оправдывает. Как бы то ни было, процесс обучения – это такой процесс, знаете, это тот же самый процесс дрессировки, когда животного дрессируют. Если ты не наступишь, если ты не газанешь, если ты там кнутом не дашь, оно и не будет делать, да? По сути дела, ничем не отличаются эти два процесса – обучение и дрессировка. Вот. То есть, есть поощрение, есть наказание. Вот. В плане дисциплины все было идеально, то есть, не нужно было его уговаривать, что вот ты не должен там гулять где-то в кафе, ходить или еще куда-то. Вот он был этого лишен, и он это сам понимал. Единственные моменты были в тренировочном процессе. Когда ты сидишь над своим подопечным, он должен выполнить не то, что он может сделать, а он должен каждый раз, выполняя упражнение, выполнять больше того, что он может. Иначе не будет роста. И вот когда вот такие выполняются работа, упражнения, и ты тут ты его заставляешь. Он внутренне понимает, что он уже не можешь, а ты его давишь и заставляешь выжимать из него, да. Где-то и вот в этом моменте приходилось и не только голос повышать, и, и материться, и ругать. Да, может быть, он даже сейчас и обиды какие-то на меня имеет, вот, что я так
Вот. Но он всегда говорил, он меня дядя Ян называл, меня с рождения вообще Аяном называют, хотя полный, он говорит, дядя Ян, только вы один можете так со мной разговаривать, другому не позволено. Вот. Поэтому где-то, наверное, понимание все-таки было, и я не могу себя оправдывать, но тем не менее результат налицо был, поэтому... И сколько лет он с вами тренировался? Полных 8 лет, это начиная вот с 2000, ну, возьмем уже 14 год, когда он переехал ко мне. И 9-й год, неполный, когда я здесь был в Даре, ну, будем считать этот год. Вот. Расскажите историю, как он ушел, или как можно это сказать, ушел от вас, перешел к другому тренеру. Вот, Нет, он не уходил. Ни он не уходил, ни я не уходил. Или это просто эволюционный процесс его развития? Ну, наверное, стечение обстоятельств. Естественно, надо было искать. Если бы даже мы не пришли в Дар, то мне бы пришлось бы искать вот другие варианты. Вы понимали, что его масштаб уже большой? Дело не в масштаб. Для того, чтобы дальше идти расти, нужны хорошие средства, нужна хорошая финансовая поддержка, нужны хорошие специализированные залы, нужны спарринг-партнеры. Ну, что такое наш город, как Читав провинциальный? Вот мы всю основную работу проводили дома, функциональную подготовку, общефизическую подготовку, тактико-техническую подготовку. А на бойцовскую практику мы всегда выезжали или в Астану, или в Алмату, или в Актюбе ездили. Потому там, что не было есть... спарринг-партнеров? Да, потому что не было спарринг-партнеров, а их должно быть не один, не два, их должно быть несколько с разными манерами ведения боя. Кто-то лучше боролся, кто-то агрессивный в стойке, кто-то темповой. То есть вот таких разных манер соперников надо было находить. Вот, опять же, различная антропометрия, высокие, поменьше, большие, крупные, вот, физически сильные и так далее. Для роста это необходимо. Вот. Изначально в Дар пришел я, было предложение, вот, и мы заключили соглашение, договор оказания услуг на год я заключал с Дар-тимом. Вот. И когда мы разговаривали с Эльдар Булатовичем, я сказал, что у меня есть два условия. Вот. То есть первое условие – это я не могу пока оставить любительскую сборную, потому что там у нас планировалось проведение чемпионата Азии и чемпионата мира в 2020 году в Астане. И, естественно, лежала большая ответственность на подготовке сборной национальной. Я говорю, а вторая причина – это мой подопечный Шавкат. То есть, если я с ним сюда не приду, то, соответственно, я не смогу без него быть. То есть я буду с ним дальше работать. Ну, Эльдар Булатович сказал, мы найдем время и возможно, чтобы поговорить с Шавкатом, побеседовать тоже. Вот. То есть, ну, по сути дела, мы вместе пришли в Дар вот, и работали вместе. Когда у меня договор оказания услуг закончился, то есть меня никто не увольнял, меня никто не просил написать заявление. Есть договор, он завершился. Я как раз был на чемпионате мира в Абу-Даби. Вот, и мне тогда позвонили, сказали, что вот так и так, договор оказания услуг завершился, вы будете продлевать, вы желаете, ну, мы хотели бы, чтобы вы оставались главным тренером, вот, но есть некоторые условия. Какое условие? Ну, вы должны уйти с любительской сборной и полностью перейти. А вы не готовы были любить? Опять же, я не готов, но я бы предал бы, наверное, всю сборную. Там, опять же, ряд был моментов, мероприятий, которые я должен был нести. Поэтому я сказал, нет, я не могу оставить. Все понимаю, никаких претензий нет. У нас нормальные отношения были. Я нормально пришел, нормально мы расстались, у нас не было никаких. Вот. Я понимал, что в данный момент условия соответствуют. Вот. Если нужна будет моя какая-то поддержка, мой совет, моя помощь, это можно позвонить, спросить. Будет возможность, я приеду, будет возможность, если буду не занят, принять участие. Так мне и было сказано. Что, то есть все ваши программы по подготовке, Шавкат, если у вас будет время принять участие, если не будет времени принять участие, то хотя бы спланировать его план подготовки. Вот, то есть все это в силе остается. Вот. Поэтому никто ни от кого не уходил. Ну, где-то, да, некоторое время это, естественно, осадок был, что я вроде бы расстался, но Шавкат не прореагировал никак. Вот.
Но потом понимание пришло, что да, все равно лучше быть ему там. Если вдруг будет необходимость, всегда можно будет подключиться. Но вы всегда с ним на связи? Мы на связи, мы не часто общаемся. Ну, наверное, по причине и он такой не любит часто, и я тоже. И плюс я загружен работой. Вот. Периодически он мне звонит. Бывает такое, что мы можем полгода, год не связываться. Потом он неожиданно может появиться, приехать ко мне в гости. То есть между нами нет ничего. Нормально, у нас добрые отношения, такие же. Родные, можно сказать, отношения. Не Ну, просто конечно, добрые, столько родные, лет. потому что мы прожили. Даже все, там, многие говорят, что вы как сын и отец. Вот. Но я говорю, ну, он действительно как мой подопечный, я много в него вложил. Он дорог для меня. Вот. И как бы нормальные у нас отношения. А вы его бои смотрите, когда он в UFC? Смотрю, конечно. Ой, и переживаете? Смотрю, переживаю. Как не переживать? Переживаю за всех. Вот и сейчас, опять же, пока был на этом чемпионате уже, я говорю, там такая война была, что вот, сердце готово выпрыгнуть. Сколько у вас вообще моральных сил, что действительно каждый раз, когда говорят же тренеры, я бы сам вышел, потому что не могу смотреть, например, если там проигрывает как-то несправедливо. Ну, это любому тренеру больно. Или проигрывает, или какая-то судейская. Вот у меня было здесь тоже у нас по 2 боям претензия прям большая, но мы ее не можем никак предъявить, потому что у нас отсутствует условия протеста. Нет в нашей вот этой всемирной организации АЙМов. Вот. Если не предусмотрена эта процедура? Нет, регламентом они убрали вообще форму протеста. Вот. Ее не признают, поэтому, возможно, это судейские ошибки, возможно, это может преднамеренно. Вот у нас 2 боя просто, и причем их можно показать любому специалисту и даже нескольким, которые могут провести оценку. Вот, нас лишили еще 2 золотых наград. Вот. А что вот с этим делать? Очень часто же говорят о несправедливых судейских решениях. Вот ваша позиция какая? Допустим, если есть возможность подавать апелляции, смириться, как-то спортсмену объяснять, это спорт, ну, идем дальше. Или все-таки биться за то, чтобы доказать, что это судебная ошибка? Нет, ну если есть возможность, но протест отсутствует, ты никак не можешь. А идти просто возмущаться нет смысла. Ну да, ты персонально подойдешь к организатору или главному судье там, в нормальной беседе ему объяснишь, ну почему так происходит. Вот. Там, наверное, настолько так отработано, чтобы ограничить судей от какого-то, может быть, давления вот, лишнего. Поэтому, я думаю, они приняли, чтобы не отвлекаться на какие-то моменты. Даже у меня было такое несколько раз. Вот Мак Годдард, который был второй рефери UFC, он у нас был председатель судейской коллегии, у меня с ним возникали такие беседы, конфликты по поводу спорных боев, когда еще протест можно подавать. Но там было условие оговорено, если раздельное решение судей, тогда можно было подать протест. Но протест можно подать только на действие. На судью никогда протест нельзя подать. На судью, на всех судей. То есть они всегда говорили, наши судьи все компетентные. А мы видим, что они далеко многие некомпетентны. И ты никак доказать не сможешь. Вот. Но я думаю, наверное, по той причине, что Мак Годдард был такой недоступный, пришло время, его потихонечку попросили, наверное, отойти. Сейчас другой человек руководит судейской коллегией. Ну, пока что мы не видим изменений. Не от того, что мы такие, что мы прям все хотим забирать. Это понятно, что если ты 38 человек везешь, ну, не могут все 38 стать чемпионами. Ну, невозможно. Но хотя мы к этому должны стремиться. Потому что когда я вот учился в институте, у нас на педагогике говорили, что вот советская педагогика, она направлена и стремится к всесторонне гармоническому развитию личности. Хотя это невозможно полностью его развить так. Но мы должны к этому стремиться. Так же и мы. Везем мы 38 человек, мы стремимся все стали, да, к тому, чтобы по максимуму, да. Хотя это понятно, что это невозможно. Кто-то есть сильнее, кто-то, может быть, есть удачно. Потому что бывает же и везение же у бойцов. Случайный удар прошел там. Или где-то зазевался, ошибку допустил и проиграл. Вот. Поэтому у меня с Мак Годдардом были такие споры, когда я ему на основании регламента, я говорю, регламент вы же утверждали, вы же разрабатывали его.
Почему вы от него отходите? И вот я ему припираю этим, а он потом он не может мне ничего ответить. Он говорит, сколько у вас человек в финале? Я говорю, 6 человек. Вам что, недостаточно, что у вас 6 человек в финале? Я говорю, нет, достаточно. Мы привыкли честно завоевывать свои награды. Вот. И я бы хотел, чтобы было справедливое отношение. Там много моментов бывает. А в данный момент просто вот судьи взяли и отдали в другую сторону. И не можете вы И ничего ничего сделать. мы не можем сделать, да. То есть был такой, мы на него как раз рассчитывали, он неоднократный чемпион Азии, был призер мира, Дажжан Кинжибаев, он с Алматы, 77 килограмм весовая категория. Финальный бой он проводит с представителем из Таджикистана, и причем убедительно выигрывает все 3 раунда. Единственное, что... Там раздельное решение хотя бы или нет? Вообще все 4 судей отдали туда. Единственное, что было, это вот этот соперник из Таджикистана, он во 2-м раунде в конце начал такие каскадные фишки делать. Прям Красиво. в прыжках. Да, каскад ударов с разворотами. Но все эти удары были по воздуху или блокированы. То есть ни один удар цели не достиг. Вот. И в борьбе его полностью Дажжан переиграл. И в ударной работе, в стойке он полностью, во-первых, он прессинговал, агрессировал, постоянно его напрягал своими атаками. И тут, когда 4 отдали, мы были возмущены. И мы говорим, эта оценка была что, за красоту, что ли? Мы же должны считать активные действия, которые ущерб наносят. Но ни одно действие в цель не достигло. Вот такое было именно. А что вы потом ему сказали, Дажжану? Ну, что я могу сказать? Он же уже парень имеет такой опыт, он уже столько чемпионатов позади у него, он прошел, он же тоже понимает это. Да? Обидно, конечно, очень обидно. Парень ехал за золотом, причем он все свои бои так убедительно выигрывал. А тут, Нате, такое произошло. Ну, успокаиваюсь тем, что ты же сам понимаешь, что ты же сам почувствовал его, что ты полностью был хозяин положения. Вот. Главное, мы это видим. Те, кто проигрывают и заслуживают наказания, они получают это наказание от меня сполна. Вот. И тут просто так не скроешь этого. А тот, кто заслуженно провел поединок, ну, ему и говоришь, у нас еще одного спортсмена также сняли, прям отдали победу в другую сторону. И он мне говорит, как мне, Агай, домой возвращаться? Он с Актюбинский Иркинкуш клуб представляет. Кадырбек, Шинбаев, Кадырбек. Все бои убедительно, начиная с первого дня, с 1/8 финала. Вот, он все бои убедительно выиграл. Тут финальный бой. Он полностью его доминирует, опять же, во всех аспектах. И отдают победу туда, в ту сторону, в обратную. И он мне говорит, Агай не поймет, я что? Да, Агай, тем более там Айбек Шокпутов я такой. Говорю, я с Айбек Агай поговорю. Мы вместе, мы друзья, мы учились вместе с ним в институте со студенческих лет. Вот наша дружба. Я говорю, я ему еще и видео покажу. Но он, ну, зачем ругать, если он на все 100%, даже больше отработал. То есть ни ошибок не сделал. Вот. Нигде не сделал какого-то отступления, уклонения от боя. То есть он всегда доминировал, всегда был первым номером. Вот. Единственное, только тактические были моменты, тактическое отшаг, провал, подставка и так далее. Вот. Ну вот как объяснишь? Вот. И сам он знает, что он выиграл. Ну, расстроился, конечно. Ну, расстроился, конечно. А вот вы согласны с тем, с таким мнением, что к уровню, например, чемпионата мира или даже Олимпиады все спортсмены физически подходят примерно одинаково? Ну, то есть все на пределе физических возможностей человеческих. И выигрывает тот, кто ментально сильнее. Потому что здесь уже не идет речь о каких-то, кто лучше, кто сильнее, а кто ментально сильнее. Ну, не только ментальность. Тут еще сзади, за спиной стоит человек, который не упрашивает, а заставляет делать ту работу, которую он должен делать. Вот. Да, спортсмены могут быть в техническом варианте где-то быть похожими. Да. Вот. Но у кого-то из спортсменов слабое сердечко. Он боится упустить какой-то, боится рисковать. А вот, допустим, я заставляю всех подопечных именно выполнять то, что я ему говорю. Вот. Я всегда им говорю, убегающий соперник,
Он редко когда становится победителем, тем более в нашем единоборстве. Если ты пятишься назад, если ты пытаешься работать только на контратаках или вторым номером, ну, по сути дела, тебе победы не видать. Даже если этот бой дойдет до решения судей, судьи всегда дадут предпочтение тому, кто работал первым номером, тому, кто проявлял все свое желание, стремление завершить бой досрочно. А тот номер, который как бы работал на контратаках, вторым номером, ну, он просто уклонялся от боя. Он не давал работать этому своему сопернику, который стремился, шел на него, атаковал. Он просто уходил, уклонялся от такого открытого боя. Вот. Поэтому... Но ментально есть у вас такие примеры, что, например, очень сильный физически, одаренный, талантливый, дисциплинированный, но вот дух не такого уровня? Бывают такие ребята? Есть. А это можно как-то воспитать? Или это уже характер? В процессе тренировки и воспитывается, и закаляется же характер в процессе тренировки. Вот. Но есть такие индивидуумы, у которых это с рождения. Вот. Поэтому я такого возьму, он даже будет коряга. Вот я много раз говорил, многие говорят, Шавкат очень талантливый. Не талантливый он. Не талантливый? Не талантливый. Работяга? Он просто работяга. Если бы кто-то видел, как он работал, он где-то, может, в глубине души меня где-то и проклинает. Да не потому что я, честно вам говорю, я сидел на нем как на ишаке. Да, я не давал ему ни свободы, ни свободного времени. Настолько я его контролем таким полным, плотным во всем. И в тренировочном процессе. Если он был на сборах, он отгребал больше всех. Хотя он вроде бы номер один. И во всей сборной он чемпион, когда он в любителях был. Но он отгребал больше всех. Вот, потому что я должен был для всех показывать, что для него нет поблажек. Он такой же, как и вы. И чтобы они видели и понимали, что с них тоже такой же спрос будет. Вот. Ну, это, наверное, такая вот... Но вы считаете, что нет талантов? Это все вот пахота? Нет, таланты бывают. Но у Шавката, поверьте мне, ну, загляните в его прошлое, найдите, есть некоторые моменты. Вот единственный его талант, это вот это его голод, вот это его стремление вырвать себе вот эту жизнь для себя, для своей семьи. Это же его внутренняя мечта, вот, обеспечить всю свою семью. У них такая семья, они друг о друге очень заботятся. Мне же за эти годы хватило времени изучить, пронаблюдать. Они очень друг другом дорожат, они все друг друга поддерживают. От старшего до младшего. Настолько, даже больше, чем кого-либо. Он даже, может быть, близкого не настолько, друга там может так поддержать, или как вот он за всех своих родных. У них это вот такое семейное. Поэтому вот этот голод, желание перебарывали. А талант, как бы сейчас, который можно назвать, это пришел процессом тренировок, процессом ежедневных, каждодневных, вот, усиленной работы. Вот, талантливый, я вам расскажу, вот и Шавкат знает, у меня есть такой ученик, но он сейчас уже не тренируется, не выступает, Таймусханов Джохар. Вот я говорил, что ко мне ребята с деревни приходили, у которых даже физкультуры не было. Вот если бы... Как вы можете это определить? Вот приходят сейчас ученики, я начинаю работать, я уже вижу, что или он на физкультуру не ходит, или у него преподаватели вообще нулевые. Если... тренирующийся не знает, что такое строй, что такое шеренга, как стоять ровно. Это то, что учат уже в младших классах. Вот. Если он не знает, не умеет кувыркаться, приходит в школу, закончил, и он не умеет кувыркаться, выполнять определенные кувырки там, через левое, через правое плечо, кувырок назад, это же о чем-то говорит. Вот такой-то Таймусханов Джохар. Он пришел, поступил он в институт после... школы, деревня Щеголь, там, может быть, 30 дворов, может быть, у нас там в Акмолинской области. Вот. И он пришел ко мне 96 килограмм плюшка. Вот такая. Он метр где-то 80, наверное, 4-85 ростом, поменьше Шавката. Вот. И вот этот парень хватал все на лету. Вот это талант. Он настолько, вот, когда-нибудь задайте вопрос Шавкату, он расскажет. И все его ребята-тренера знают, кто сейчас его помнит. Он в сборной был. Он на лету все хватал. Через год уже этого парня уже невозможно было узнать. Такое ощущение, что это
парень там всю свою жизнь занимается. То есть он за год это все наверстал? За год, да. Ну, опять же, при том же формате, что, по сути дела, почему, говорят, вот так быстро стреляет, при том же формате, что каждый день тренировки, по 2 тренировки, плюс рядом Шавкат. И он с Шавкатом рос. Он рос на Шавкате, он учился, перенимал у него. Вот. Он потом бросил заниматься? Он был первый, кто именно в этой организации Аймов, он стал серебряным призером Европы. Вот. Чемпион Казахстана, призер мира. То есть за короткое время все вот он так вот выплеснулся, а потом у него просто желание пропало. Вот. Он вообще он не перестал голодный, он вот, не нуждался так, как Шавкат. Может быть, если бы он был голодным, вот, у него было бы стремление как-то из этого всего подняться. Вот. Поэтому он вот так вот быстро вспыхнул и потух. Вот так вот. Еще есть талантливые, которые им просто легко дается, они цену этого не знают. А тот, может кто быть, пашет, это и нехорошо, когда есть... Ну, то есть не то, что нехорошо, а труднее для человека, если он талантливый и не голодный, да? Ну, то есть ему легче дается. Может быть... Труднее позже. Да, да. Вначале ему как бы все в сладость и в радость. Или вот сейчас у меня моя подопечная есть ученица, я ее взял тоже. Я никогда с девочками принципиально не работал, то есть не тренирую. Вот. Единственное, по долгу своей вот службы, работы, как главный тренер, у нас женская сборная, они вместе с мужской тренируются. Я их тренирую, девочек. А тут меня попросили взять девочку, чтобы я вот... Я говорю, она звездочка? Она сама из детского дома. Вот, и обратился ко мне мой товарищ, мы с ним выросли вместе. Он там воспитателем работает. И он говорит, я бы вот хотел поговорить, возьми эту девочку к себе. Я говорю, как к себе? Я с девочками не работаю. Ну, принципиально это не для них. Он говорит, блин, я тебя очень прошу, если она вот сейчас в жизнь уйдет, говорит, в вольную, она пропадет. Хотя, говорит, как человек очень хорошая. Ну, естественно, в тех условиях центр поддержки детей сейчас называется. Там она такая хулиганистая. Вот. Вроде бы девочка, да, ну такая там у нее и с поведением непорядок, и с учебой непорядок. Я говорю, ну вы же воспитатели, вы должны воспитать. Я тренер. Ну, по большей части я тренер. Конечно, воспитание это как неотъемлемая часть тренировочного процесса. Но, тем не менее, вы воспитатели, вы должны. Он говорит, вот знаешь, есть у нее качество хорошее. Она как человек хороший, но вот необузданность какая-то, ну и детство тяжелое было. Он говорит, вот сейчас она выпустится с детского дома, и все. И если она уйдет в вольную жизнь, пропадет. Я говорю, ну хорошо, давай познакомимся. Познакомился с ней, посмотрел, поговорил с ней. Я говорю, ну только какое отношение я и она и ММА? Он говорит, она грезит стать, хочет бойцом ММА. Вот. Ну вот так и у меня с ней знакомство произошло. Тоже побеседовал, много с ней разговаривал. Вот, задавал ей вопрос, для чего это надо. Я говорю, ты понимаешь, насколько это трудно? Это так кажется. Вот, любого сейчас спроси, каждый говорит, я хочу стать бойцом ММА, я хочу стать профессионалом, но он не знает, что за этой чертой. Там. Это титанический труд, это сумасшедший труд, это лишение всего свободного времени, то есть каких-то для себя привилегий, с друзьями погулять, в кино сходить, в кафе посидеть, даже просто где-то пообщаться. Ты просто этого лишаешься. Что у меня и с Шавкатом было? Я сказал, только тренировки, отдых, питание, тренировки, отдых и больше ничего. Если надо будет отдохнуть, мы вместе пойдем отдохнем, поедем порыбачим. Там, или еще на природу. Так у нас и было. Мне кажется, он до сих пор такой, не тусовщик, вот рыбалка, горы. Да, так у нас и было. Он даже с ребятами, кто вот одноклубниками тренировались, даже в кафе не ходил. На выходной день они зовут, он говорит, нет, я лучше отдохну и так далее. И вот с этой девочкой вот так же тоже. Я побеседовал с ней, говорю, хорошо, если ты хочешь, ты понимаешь, я тебе объясню, что это трудно. Она согласилась. Но, говорю, у меня есть условия, если ты хочешь этим заниматься, да, вот у тебя еще есть время, ты сейчас заканчиваешь уже вот 11 класс, прежде всего это поведение, второе это учеба, если ты выправляешь, тогда у тебя есть шанс, если ты это не выправляешь, забудь об этом, вот, я тебя даже не возьмусь. Она за короткое время исправляет поведение, она выправляет учебу. Вот, я приезжаю по выходным, забираю, начинаю с ней первые уроки проводить с ней.
Вот смотрю. Вы прям индивидуально с ней занимаетесь? Да, это вообще чудо, думаю, какое-то. Ни координации, ничего вообще нет такого. Вот. Слезы льет, плачет. Вот. Я говорю, это вообще что-то. Я думаю, и сказать ей, что тебе это не нужно уже, то есть ты не та. Но все равно через слезы приходит, опять тренируется. Заканчивает она школу, выпускается, на грант поступает в наш университет имени Шуканова-Алиханова на физвоспитание. Ну и живет тоже у меня. Соответственно, живет у меня. И многие говорят, как так вот за... Если прямо у вас дома живет? Меньше, чем за год она становится... Ну, сперва она наши областные соревнования выигрывает чемпионат Казахстана, становится по молодежи. Вот. И причем у таких девочек, которые уже у нас 2-3 года в сборной, уже такие устоявшиеся наши чемпионки. Вот. Потом мы едем на чемпионат Азии, но так как в молодежном дивизионе поснимались ее соперницы, нам было предложение, или вы ее во взрослые, значит, переводите, чтобы она участвовала среди взрослых, 21+, или тогда весом выше ставьте 61. Я так посмотрел, думаю, лучше пускай по-взрослому в своем весе. И вот она на этом чемпионате Азии, она доходит до финала, выигрывает все свои бои досрочно, кого удушением, кого техническим нокаутом, кого болевым. И в финале она с двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, бразильянкой, но она за Бахрейн выступает. Вот, и она ей дает хороший бой и уступает ей, проигрывает. Вот. Буквально мы приезжаем домой, готовимся опять, тренируемся. Через месяц у нас международный турнир Кубок Содружества в Ханты-Мансийске. Это сильнейший турнир, потому что там вся Россия собирается. А это весь Дагестан. И это самая сильная страна в мире в ММА, в любительском тем более. Вот. И плюс еще приезжает много стран. Мы приезжаем туда, опять же, молодежи там нет, только взрослые. Там она по взрослым становится чемпионкой. Она все бои досрочно тоже выигрывает. Возвращаемся домой, опять подготовка, чемпионат мира, и она становится чемпионкой мира. Это вот за год. Может быть, это будущий Шавкат в юбке? Нет, я никогда так не говорю. Я и Шавкату говорил. Изначально сказал: Шавкат, забудь про Федора. Федор это Федор. Федор уже давно не надо никого легенда. брать за... Ты Шавкат. У тебя своя дорога, у тебя свое имя. Не надо быть на кого-то похожим. Тем более и стилистически вы разные. У тебя совсем другая школа. Вот. Ты сам такой единственный в своем лице. Сейчас все хотят быть как Шавкат. Ну, кто-то хочет. Вот. И ей то же самое объясняют. Ты должен сам себя делать, сам себя улучшать. И должны смотреть на тебя и говорить: вот я бы хотел бы стать такой. Вот сейчас она стала чемпионкой Азии опять. Как зовут девушку? Матильда Бачурина. Надо такое следить за ней. Да. Вот. И причем финальный бой так нехорошо закончился. Она сломала руку соперницы из Ливана. Вот. Та, видать, в шоке, не почувствовали, еще что-то такое вот непонятно. Даже рефери не заметил, пока со стороны не стали кричать ему. А говорят, что девушкам легче попасть в UFC. Это правда? Что там более короткий путь? Не сказал бы, что правда. Нет. Может быть, 3-4 года назад было попасть легко, когда женский дивизион только образовался. И тогда уже там кто-то кикбоксерши, кто-то там из дзюдо попадали. Вот. Сейчас уже не так сложно. Тоже очень трудно попасть туда. Потому что надо пройти путь определенный. Это любительскую карьеру. Потом нужно набрать рекорд в какой-то лиге, в профессиональных боях, чтобы на тебя обратили внимание. Там же не просто так. Ты вот взял и показал: вот я хочу ее. В каждой лиге есть свои мейджмейкеры, которые просматривают. Ну, это так, мое понимание. Следят, как данный спортсмен развивается, в какой лиге он бьется, что из себя эта лига представляет, какой уровень этой лиги, там, какой рейтинг этой лиги. Поэтому, вот если М1 Global была лига, вот практически все чемпионы в этой лиге, кто был, они все в UFC, все ведущие. Это сильная лига была, она именно в бойцовском ростере. Там же Сергей Морозов, да, был? Да, чемпион? не то, что не уступала, она даже где-то превосходила. Просто не могли тогда раньше наши бойцы туда попасть, в UFC. Ну, возможно, менеджмент слабо работал
Там тоже, видать, свои какие-то законы есть. Поэтому все, кто были чемпионами сперва в WMMA, перешли потом в M1 Global, в лигу. Вот там стали тот же, если сейчас по пальцам, ну, Сергей, пускай Морозов, да. Вот, тот же Дамир Исмагулов, он тоже в этой лиге был. Тот же Мавсар Евлоев, тоже в лиге М1 чемпионом был. Рамазан Имеев, ну, их много-много, кто вышел с этой лиги, и они, Магомед Анкалаев тоже был в любителях, чемпионом мира трехкратным, потом перешел в эту лигу, и вот, пожалуйста, он сейчас тоже в топе, уже практически в ожидании чемпионского боя. Поэтому, ну, нужно пройти определенный путь, вот, нарастить свой опыт, мастерство и зайти в какую-то лигу, в хорошую лигу. И правильное восхождение там сделать. А вот скажите все-таки, по вашему мнению, в чем главный ингредиент, в чем секрет успеха хорошего бойца, ну, чемпиона? Или это сочетание всего правильно, или это удача? Что должно сработать, чтобы ты стал чемпионом? Ну, скорее всего, это прежде всего, наверное, личная вера. Личная вера. Если веры у тебя своей личной нету, да, никакой талант, никакая физическая сила, физические возможности не сделают тебя чемпионом или великим чемпионом. Потом, вот как вы видите, согласованность. Согласованность, ну, у тебя может быть хоть какой характер, хоть какая вера, но если не будет рядом человека, команды, которая тебя будет вести, которая будет создавать тебе условия, вот, для роста, невозможно тоже вырасти. Есть же многие бойцы, которых не заметили, а они покруче даже тех, которые в UFC есть. Не было команды, не было возможности какой-то, поэтому очень важно, да, еще попасть в команду. Была хорошая, сильная команда КЗМ, Анатолий Ким, он президент федерации был, Асылбек Дюсенов, вице-президент. Наши все, кто менеджера были, тимлидеры там, то есть все работали над этим, чтобы на тот момент Шавката вести. Я просто им сказал, если вы поддержите, я поведу этого парня. Но мне нужна поддержка. Но на тот момент та была поддержка уже недостаточно, чтобы вести его дальше. Поэтому появилась другая команда, которая дальше повела. Ну, это, естественно, такой переход. Как вот я говорю, плавный переход от более простого к более сложному. А вы можете сказать, вот Шавкат тогда с вами, в 2014 году, и Шавкат в 2024, это два разных человека? Или просто человек, который растет? Он сильно изменился? Человек, который растет. Он изменился, он, да, степеннее стал такой. Он, да, уже, вот. Ну, наверное, не только он же в спорте растет, он и растет в образовании. Видно, что он уже сейчас уже по-другому себя преподносит, умеет говорить уже. Вот. Ну, для меня и как он, у нас как были отношения, так и есть. Если мне надо будет на него заругаться, я заругаюсь. Если надо будет на него газануть, только вам так можно, да? Я газану, да. Но он знает, я только это если по ситуации, ситуация этого вот, заслуживает, тогда да. Поэтому он растет, конечно, растет во всем, и это приятно, что он растет. Вы думаете, дадут ему сейчас бой за чемпионский пояс? Честно говоря, гадать трудно. Я же не знаю той всей именно работы, которая там в UFC проводится. Я далек от этого. Ну вот по вашим ощущениям. Я вот, ну конечно, кому бы не дать, как не ему, да, который идет на серии стольких побед, рекорд безупречный, ни у кого его нету, да, все бои досрочно, что угодно могут говорить. Вот. У нас много аналитиков таких, диванных, которые считают себя, ну, диванные, не диванные. В свое время есть у нас такой аналитик Сула, который долгое время говорил, ну что Шавкат, ну слабенькие соперники у Шавката, очень слабенькие. Но это претензия не к Шавкату, а претензия к руководству там лиги М1 Global. Ну слабеньких соперников. Ну хорошо, вышел Шавкат из М1, пришел в UFC. Ну, опять слабенькие соперники. Ну, как слабенькие, если они были все в топах? Ну, да, пусть он уже, может быть, ветеран. Но, тем не менее, опыт мощнейший. Так и растет спортсмен. Хотя на тот момент, я вот открыто говорю, даже дали бы любого чемпиона с этого дивизиона, я уверен, на тот момент был бы, Шавкат может с любым чемпионом не просто дать ему
составить конкуренцию, а мог бы выиграть. Потому что на тот момент я видел, понимал его мастерство. У меня было много таких конфликтов и с руководством федерации, когда мы соглашались, принимали бои, когда Шавкат только начал в профессионалах делать свое первое восхождение, вот в М1 Global. Ну, первый бой был, да, в Ингушетии. Соперник как бы такой был равный. Вот. А в последующем пошли такие соперники, и мне там то один позвонит, Баян Маратович, ну, Шавкату рано еще, ну, этот очень серьезный соперник, ну, ему еще... Они видят со своей стороны, а я со своей стороны смотрю мастерство того соперника и мастерство Шавката. Я смотрю мастерство того соперника на уровне его соперника, где он вел, проводил бои свои. И вот вижу уровень Шавката. И я понимал тогда, что мы принимали бои не от того, что нам это нужно было, а просто я говорил: Шавкат, ну, уверенно можем выходить. В мастерстве не то, что ты не уступаешь, они далеки от тебя. Вот. И бразильцев там ряд было, сколько их было там таких именитых. Вот. Поэтому и вот эти все его победы, потому что это его труд, это его работа, это его мастерство. И когда в UFC пришли, тоже Сула также говорил, что... Ну, опять соперники слабые. До каких пор можно было говорить, что слабые соперники? Вот. Уже все, что можно было, перебрали, таких звезд. Ну, кто еще сейчас может с чемпионом биться? Ну, все, конечно, только остался один. Тот человек, который, да, имеет право, полное на это право. Тем более постольку простаивать, погоду простаивать, тоже вот, должны понимать, что он заслужил это. Я не против и Камару Усмана, но раз у человека есть 3 серии подряд поражений, значит, надо немножко в очереди постоять. Хотя, может быть, он и в рейтинге выше. Вот. А вы можете сейчас из молодых ребят, которые уже на слуху, назвать тех, вот, кого вы бы, как тренер, уже могли бы сказать: да, ты готов к UFC, наши казахстанцы? Я могу сказать только за тех ребят, с которыми я работаю. Ну, скажите про своих. Ну, я не могу еще говорить, потому что у меня ребята работают в любителях. Как я могу говорить, что... А когда вот этот переход созрел от любителей к профессионалам, когда вы можете сказать: все, ты уже готов? Ну, вот пусть он как минимум, вот сейчас, допустим, касаемо той Матильды, пусть она сейчас по взрослым 3 раза подряд выиграет чемпионаты мира. Вот тогда я буду видеть, что она созрела. Мне нужно видеть весь спектр ее соперников, потому что, может, не попался тот соперник, который может создать ей конкуренцию. В этом году, может быть, он где-то проехал мимо, не смог выехать или еще что-то. Поэтому мне нужно не 1 год, чтобы вот чемпионаты Азии, чемпионаты мира, у нас же так, там международный турнир, Кубок Содружеств, где тут ее проверять, смотреть. Вот, потому что все равно у нас не так много в женском дивизионе соперниц, не так много. Вот. Ну и касаемо ребят тоже. Если он не становится чемпионом мира здесь среди любителей, не то чтобы там 1 раз, да, хотя бы, то какая ему может быть профессиональная карьера, если он здесь в любителях еще не добился ничего. Поэтому ну, мы можем просмотреть даже, опять же, хронологию тех ребят, которые в профессионалах, которые проехали мимо любительской школы, мимо любительской базы. Ну, выходцы, опять же, с борьбы там или еще откуда. Вот где мы, кого мы видим в UFC? Мы никого не видим. Только те, кто прошли любительскую школу, любительскую, хорошую, такую длительную школу. Нужно расти постепенно, вот переходя от простого к сложному. Вот поэтому я сейчас, если говорить о ком-то, я бы не стал бы так просто разбираться словами. Могу говорить только о тех, с кем я работаю. Вот работаю я сейчас с ней. Вот еще есть у меня тоже парень, у меня чемпионом Азии стал, он уже 2-кратным стал. Он тоже в профессионалы хочет. А я говорю: ну еще пока рано, я не увидел тебя во всей красе. Чемпионата мира-то нету у тебя за плечами. Вот когда ты пройдешь это, говорю, тогда я подумаю, стоит ли тебя в профессионалы переводить. Вот. Поэтому время покажет. А так забегать наперед и сказать, что вот, да, он будет в UFC, и он станет. Зачем это так наугад говорить? Надо потрудиться. Я хотела с вами еще поговорить о том, ну, в принципе, о развитии ММА. Достаточно ли вам поддержки государства? Считаете ли вы, что сейчас это вышло уже на такой уровень, когда, ну, набрало, да, определенный ход, и государство вас поддерживает? Мне кажется,
Я не знаю, связаны ли успехи Шавката с тем, что государство больше стало обращать внимание на ММА или нет? Или это две параллельные вселенные? Вы знаете, определенная поддержка от государства есть. Она и была даже в то время, когда Шавкат был. Угу. Шавкат тогда был единственный стипендиат, которому... Мы же не олимпийские виды спорта. Поэтому, естественно, приоритет имеют олимпийские виды, и в основном все финансирование основное идет туда. Поддержка есть. Конечно, нам, как тренерам, допустим, я могу сказать, что недостаточно. То есть руководство федерации нашей работает над тем, чтобы привлечь партнеров еще дополнительно. Вот Шавкат на тот момент был единственный стипендиат, который получал от государства стипендию. Вот. Поддержка же была. А сейчас есть такие ребята? Сейчас есть, да. Сейчас у нас есть... это те ребята, которые входят в штат национальной сборной. Угу. Это те ребята, которые своими результатами... Вот сегодня он стал чемпионом мира, но не могу же я его сразу взять и предложить государству, там, нашему руководству, вот его надо посадить на стипендию, ввести в штат, а может быть, он случайно стал чемпионом мира. А такое бывает? Ну, бывает такое, бывает везение. Бывает везение. Вот. Несколько человек у нас входят в штат. Есть национальная сборная, но есть штат. Вот эти спортсмены, которые входят официально в штат, они получают стипендию от государства, от дирекции развития спорта. Также эти спортсмены финансируются государством на все сборы, на поездки, на турниры, международные турниры. Этих спортсменов содержит государство. Вот. А остальное все, у нас сборная очень большая, у нас сборная до 60 человек. Это, представляете, 10 весовых категорий мужских, это во взрослом дивизионе 21+. 10 весовых категорий молодежь 18-20 лет. Плюс у нас по регламенту 2 спортсмена допускаются к участию в чемпионатах Азии и мира от страны. Это уже получается здесь 20 человек, здесь 40 человек, 6 весовых категорий женского дивизиона. Это молодежь опять и взрослые. По 2 человека. Представляете, какое количество? Да? Ну, я думаю, на сегодняшний момент государство не в состоянии полностью обеспечить финансово весь этот состав. Поэтому руководство федерации работает над тем, чтобы привлекать партнеров, спонсоров, возможно, где-то разовых, возможно, на какое-то длительное время. Есть такое у нас, это практикуется. Вот сейчас мы команду возили тоже. Это помощь партнеров. Частично, опять же, штаты и члены государством финансировались. Теперь у нас есть поддержка государства в регионах. Да. Вот. Есть в регионах, где-то есть дирекция развития спорта областные, где-то есть школы высшего мастерства по неолимпийским видам спорта, где спортсмены входят в штат, но там имеет право входить в штат спортсмен, который имеет, во-первых, звание ниже кандидата мастера спорта. Вот тогда он входит в сборную области и, соответственно, включается в штат. Вот там, опять же, в регионе частично, опять же, уже идет финансовая поддержка от или ШВСМ, школы высшего мастерства, или от дирекции развития спорта. Вот. Но это, опять же, идет поддержка тех спортсменов, которые входят в состав сборной национальной, которые выезжают на турниры, показывают результат. Соответственно, регион может этих спортсменов полностью ШВСМ или дирекция спорта профинансировать на данный. Вот у нас сейчас, допустим, частично ШВСМ профинансировал отдельных спортсменов. Частично кого-то дирекция развития спорта, то есть это штатников. Частично руководство привлекло инвесторов, которые партнеров помогли оставшихся спортсменов профинансировать. Во многих регионах, не скажу, что во всех, существует такая практика. Это вот в Атырау есть такое, в Шымкенте, в Мангыстау. Спортсмен, который принес определенный результат, то стал чемпионатом Казахстана, чемпионатом Азии, или там, призером мира, или чемпионом мира. От местного бюджета такому спортсмену выделяется на протяжении всего года стипендия. И стипендия приличная, в зависимости, или он чемпионом Казахстана стал, или чемпионом Азии. Если чемпионом Азии, у него стипендия, это уровень, размер выше. Чемпионом мира она еще повыше, да. Вот. И, то есть на протяжении года он получает стабильную стипендию с бюджета области. Это уже при согласовании управления спорта и
выносится на обсуждение, то есть с предложением управления спорта выходит, вот есть у нас такое вот именно пожелание, и в некоторых регионах такое существует. Опять же, спортсмены, когда приезжают с чемпионата мира, у нас есть премирование от государства. Это же поддержка. Поддержка. Пусть она не такая, как у олимпийцев, но все-таки есть, получают премии. Стал чемпионом, получаешь денежную премию, призером. То есть это за чемпионат мира. Вот. То есть вот определенная поддержка есть. Но мне как тренеру, это мое мнение, конечно, хотелось бы, чтобы поддержка была намного больше. Почему? Потому что нам нужно больше мероприятий проводить. У нас и в календаре есть мероприятия, но не все могут позволить себе. То есть есть республиканские мероприятия республиканского характера, то есть республиканский турнир. Если он республиканский, то, соответственно, с любого региона могут приехать и принять участие в этом турнире. У нас в году получается один чемпионат Казахстана, региональные отборы, Кубок Казахстана, чемпионат Азии, чемпионат мира. Вот всего лишь 4 старта. И плюс бывает не каждый год вот этот Кубок Содружества международный, который проходит в Ханты-Мансийске, он такой хороший, всегда там мощнейший. Да, они практически, вот в этом году они паузу взяли. И плюс там идет хорошее премирование спортсменов персональное. За первое, за второе, за третье место. Вот. Но есть и такие турниры, на которые бы мы хотели бы выезжать. Это вот как боксеры же ездят, там у них турниры класса А и так далее, там, или борцы. Вот. У нас есть Австралия Open турнир, куда нас приглашают. У нас есть паноамериканские игры, куда нас тоже приглашают. Открытые турниры. То есть для того, чтобы набирать опыт бойцам. Да, соревновательный опыт. Есть практический, который ты набираешь в зале, совершенствуешься, а это уже соревновательный опыт. И нам вот этого не хватает. А для того, чтобы для полного вот этого объема, нам нужно финансирование. Но пока что мы не можем себе позволить. Хотя, да, приглашают. И знаете еще, почему спрашиваю? Вот история с Шавкатом, она же очень показательная. Вот вы говорите, он работал, и он не мог тренироваться столько, чтобы развивать свою карьеру. Ему нужен был какой-то доход, а это значит бросить работу. И это же история многих ребят, которые начинают заниматься, но родители, где-то надо родителей поддержать, где-то уже семьи, ну и вообще деньги нужны. И вот они стоят перед выбором. Развиваться как спортсмен профессиональный, тренироваться, весь фокус своего внимания направить на это, или деньги зарабатывать. Потому что ну и так же не получается и работать, и тренироваться. Я вам сейчас приведу пример. Вы думаете, что это у нас в Казахстане только так? Везде? Везде. Все почему-то думают, что это вот у нас в Казахстане только так, что вот мы только одни работаем и тренируемся. Я вам имя сейчас не смогу вспомнить, боец UFC, но он такой яркий бой показал, у него нокаут был. Вот, американец. Он выиграл бой, приехал домой и пошел работать. Они все работают. Но если, допустим, какая-то академия, клуб в Америке увидела в нем перспективу, он там в зал этот приходит, тренируется, они видят в нем перспективу, они могут ему сделать предложение, чтобы он сел с этим клубом на контракт, они полностью обеспечивают его тренировочный процесс, они, то есть ежедневный тренировочный процесс, персональный подход, вот, на определенных условиях, контрактные условия. И, естественно, обеспечивают ему и подготовку, обеспечивают ему продвижение в его лиге, обеспечивают его боями. С гонораров он определенный процент отдает в этот клуб. А у нас такое практикуется? Не знаю. Я не работал в такой системе, поэтому не знаю. Но там все бойцы, кто тренируется, они работают, большинство. Только те, кто не показал именно тот потенциал, в котором могут увидеть, что он может дойти до чемпионского пояса или туда в элиту зайти. Вот. А так все работают. Мы не одни такие. Почему мы? Вот мы приезжаем, да, мы говорим, не хватает денег. Их действительно не хватает. Но есть страны, которым государство не финансирует. Даже это тоже. Они едут, и не одна страна, их много стран. Мы думаем, вот Европа, какая она вся богатая, как они хорошо живут. Америка, какая она богата. Они едут сами за свой счет все. Мы вот разговариваем, мы же общаемся же. За свой счет приезжают многие. Не просто команды, спортсмены приезжают за свой счет.
То есть нет такого, чтобы прям в полном объеме везде прям государство финансировало. Почему многие бойцы приходят профессионалы? Чем отличается любительский спорт или массовый спорт и профессиональный спорт? Массовый спорт – это оздоровление общества. Для него предоставляются площадки, пожалуйста, государство предоставляет открытые. Ходите, занимайтесь здоровым образом жизни, там, делайте зарядку, пользуйтесь этими тренажерами, городками стоят на улице. Вот. Любительский спорт, да, или спорт высших достижений, это уже спортсмен выбирает свой путь, да, вот, которая любительский спорт дает тебе возможность приобрести знания, вырасти как специалист, как спортсмен, достичь высоких результатов. А профессиональный спорт – это шоу, это то шоу, которое позволяет спортсмену зарабатывать деньги, к чему большинство и стремятся. Поэтому и на Западе многие стремятся. Он работает, а вечером идет, пашет, чтобы пробиться в профессионалы и заработать денег. Это же все естественно. Почему мы должны какие-то форточки искать, что это только у нас так? Это не у нас, поверьте. У любого тренера, который ездит по миру, поспрашивайте, и он вам скажет, это так и есть. Еще Не все олимпийские спорты, виды спорта финансируются государством, не все. Еще хотела с вами, знаете, обсудить такой вопрос. Вот наверняка же было, что вы тренируетесь, вкладываете много, понятно, физических сил, времени, души, и спортсмен уходит или просто завязывает с карьерой, или уходит к другому тренеру. Вот вы психологически как эти моменты переживаете? Вы привязываетесь к этим ребятам? У меня не было момента, чтобы мои воспитанники уходили к другому тренеру. Не было такого, я не сталкивался с этим. Но были моменты, когда я готовил, доводил, в отношении этого Джохара, Таймусхана, ученика. Он просто пропал, у него интерес. Вот. Во-первых, он не нуждается, он семья такая достаточно, отец бизнесом занимается. То есть у него все есть, ему... Голода нет, да? Да, голода нету. А так, я говорю, это талантище был. Несколько раз возвращал его. Я даже его в дар привозил на тренировку, чтобы вернуть его, чтобы немножко его пробудить. Нет у него внутри этого. Ему не нужно, у него все есть. Поэтому вот здесь сожаление было. Потому что столько работал, да. И были... И вы видите потенциал. Да, я видел потенциал, он есть. Вот. Даже несмотря на то, что он не был таким голодным, как Шавкат. Вот. Но здесь было сожаление. А так... Вот. Я выбрал эту работу, меня никто сюда не толкал. Я с детства понимал, уже со школьных лет, что я жизнь хочу свою связать со спортом. Вот. Поэтому иногда понимаешь, на какие ты жертвы идешь, что это будет. Это неизбежно может произойти. Вот. И уже осознанно себе говоришь, тебя же никто не толкал, тебя же никто не заставлял брать его и тренировать. Вот. Я говорю, у меня много учеников, кого я тренировал, они просто переехали, на учебу уехали, переехали в другой город. Вот так вот. Это, естественно, ты же не будешь его удерживать. А такой момент, когда говорят же, у победы много родителей, а поражение всегда сирота. И всегда, когда побеждает спортсмен, все внимание ему. Когда проигрывает спортсмен, виноват тренер. Вы с таким же сталкивались наверняка или нет? Я пока еще не сталкивался, но по последним событиям, по нашей Олимпиаде, по тому, как боксеры выступили, вся вина легла на тренерский штаб. Столько лет они давали результат, столько лет этот тренерский штаб показывал положительный результат, но бывают же осечки. Это же обычный человеческий фактор. Возможно, на данный момент спортсмен попал в яму. Может быть, он действительно... Тут даже и не предугадаешь. Когда я учился, нас на физиологии преподавали, да, человек рождается, одновременно с его рождением начинают работать 3 биоритма. Интеллектуальный, эмоциональный и физический. Вот когда эти все 3 биоритма находятся в верхней точке шкалы, да, ты дашь всегда такой результат. И даже мы высчитывали по формуле, где какой... Это можно просчитать? Да. Вот. Можно было просчитать. И в советское время, когда со сборными работали, именно специалисты просчитывали,
И если важный старт был, бывало такое, что вот, ну, не ехал первый номер, вот он первый, а он не ехал, а ехал там третий номер. Потому что вот как такие просчитывали? Да, просчитывали эти биоритмы. И если у тебя по шкале один какой-то биоритм был в верхней части шкалы, а два внизу, это 80% у тебя не будет результата. А если все три внизу были, это уже ты в яме. То есть при любом твоем вот таком именно обученности, хорошей технике, против физиологии, биохимии, которая у нас... А это может человек сам контролировать или нет? Нет, он не может, он только по состоянию может. Ну вот он может понимать, что что-то у него не получается. Вроде бы он всегда это делал, а в данный момент в работе это не получается. Вот. А как? Это нельзя тренировать? Это нельзя контролировать, эти биоритмы? Нет. Можете немножко про это рассказать? Нет. Это физиология организма. Вот. Тут ты хоть что-то делай, но опять же есть процессы же, да, есть циклы подготовки. Вот. Если со спортсменом работать там 4 месяца подряд на вынос, да, то есть тренировать 2-3 тренировки в день, вот что происходит? В конце концов, это живой организм, происходит сбой, да, сбой какой? Начинается катаболизм. Катаболизм – это разрушение мышечного волокна, внутренней нашей системы общей, понимаете? То есть организму нужна перезарядка. Вот, и поэтому почему вот такой самый нормальный промежуток подготовительного процесса, да, 2,5-3 месяца. После этого надо давать полный отдых. Даже пассивный отдых, не активный, а пассивный отдых. Чтобы спортсмен отдыхал, не тренировался, не бегал, гулял, общался с родными. Вот. То есть чтобы он полностью перезагрузился. Отдохнул, чтобы у него все системы, все функции восстановились, в норму пришли. И потом уже можно начинать опять постепенный, поэтапный тренировочный процесс, начиная с функциональной подготовки, переходя уже там в специальную подготовку, в общефизическую подготовку и так далее. Вот. Поэтому эти физиологические процессы ты не можешь обойти никак. Вот. А у вас у самого не было какого-то перегорания, что как я уже от этого устал? Нет, когда ты занимаешься своим любимым делом, как оно может перегорание? Физически устаешь. Вот сейчас, допустим, я физически устал сильно. Было на сборах 45 человек, 38 мы повезли. Представляете, это опять же вот там 3-4 тренера. И то там часть тренеров, которые поехали за свои средства. А надо каждого разогреть перед выходом, с каждым поработать, с каждым подвигаться. Психологически вы же тоже устаете от этого или нет? Психологически нет. Вот сейчас я приехал, я отдохну и опять в работу. У нас сейчас предстоит чемпионат мира в ноябре месяце в начале в Ташкенте. Поэтому сейчас опять у нас поэтапная работа пойдет. Сейчас недельки-две перезагрузимся вот так тоже. И... У вас время для семьи остается? Нет времени для семьи. Вот. Мы в разных сторонах все. Дети маленькие были, я их не видел. Я постоянно сборы, соревнования. Наверное, они на меня в обиде. Они выросли, мы опять не видим. Там, со старшей дочерью раз в 2 года. Там, и то она приедет, меня нет, я на выезде. Вот. Младшая дочь там с ней, может быть, чаще, потому что она ближе. Она в России живет, в Российской Федерации. Где-то может приехать или на денек-другой туда проехать. Старший живет в Америке, поэтому вот, не всегда наши графики совпадают. Вот. Супруга у меня тоже, она тренерской деятельностью занималась, она тренер по большому теннису. Я в одну сторону, она в другую. Я приехал, она уехала. Вот, и наоборот. И вот так вот вся жизнь протекает. Ну, опять же, мы же сами выбрали это направление для себя. Устаешь только физически. Ну, это, наверное, с возрастом уже. Моложе был, не ощущал этого ничего. А вот ваш самый лучший день, это для того, чтобы отдохнуть, это как? Провести его с семьей, просто полежать, ничего не делать или куда-то выехать? Да у меня лучший день, знаете, наверное, я отдыхать не умею. Для меня лучший день – это когда я к себе на родину уезжаю, в родительский дом. И не просто я там лежу, отдыхаю, а что-то делаю. У меня там, я голубей держу. Вот, с детства занимаюсь ими. Лошадей скаковых держал, но потом, как ушел в федерацию с лошадиной темой,
закрыл, потому что за ними уход Да. нужен. Тем более не простых лошадей, а скаковых я держал чистокровных. Вот. Там я отдыхаю, вот так я восстанавливаюсь. Если дети приедут, внуки приедут, внучки, тогда вот это отдых. Спасибо, Иван Маратович. Я не буду вас больше задерживать, потому что знаю, что вы всю ночь были в дороге, у вас еще предстоит дорога домой. Больших успехов вам в вашей сборной и личных. Отдыхайте побольше, проводите время в семье и успехов вашим ученикам. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо.